Здравствуйте, в эфире новости. Начнем с краткого обзора событий. Онкологический диспансер. Какие изменения внесла пандемия в работу медучреждения, расскажем. Включаем фантазию и украшаем окна. Новая акция ко Дню Победы. Начнем со статистики. За минувшие сутки в России выявлено 10 581 случай заболевания коронавирусом. Общее число болеющих COVID-19 составляет 145 тысяч человек. Выздоровело 18 тысяч и 1356 человек умерло. О ситуации в Ингушетии подробно расскажет заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике. По состоянию на сегодняшний день всего по республике лаборатории Роспотребнадзора проведено около 5000 анализов, 4950 исследований. Из них по состоянию на сегодняшнее утро у нас 918 положительных результатов. Находится в больничных стационарах 599 человек, из них 59 человек в тяжелом состоянии, 10 человек на ИВЛах. К сожалению, начали поступать и дети больные, был перепрофилирован отделение на базе ДРКБ. В настоящее время в этом провизорном отделении находится 13 детей в возрасте до 14 дней, из них у 3 диагноз подтвержден. В тяжелом состоянии никого из них нет. Количество смертных случаев по состоянию на вчерашний день составило 26 летальных исходов, к сожалению. Чтобы не было у нас смертных случаев больше, для того, чтобы не было тяжелых случаев, еще раз хотелось бы призвать население к тому, чтобы соблюдались меры личной и общественной профилактики. По решению протокола штаба оперативного республики с 1 мая обязательным является масочный режим на улицах. Сейчас, в этот священный месяц, мне кажется, все силы нужно было опустить на то, чтобы, тем более есть режим самоизоляции, максимально стараться соблюдать, делать только хорошее, находиться дома, молиться. Но, к сожалению, уже сейчас мы видим, что большое количество людей, другого слова у меня нет, носятся по магазинам, что-то закупается в больших количествах, абсолютно не соблюдаются меры профилактики. Вчера у нас был сигнал о том, что в одном из магазинов на территории муниципального образования Плиева очень большое скопление людей. Если не будет сознательного отношения людей к своему здоровью, к отношению и к своему здоровью, и к здоровью своих близких людей, минимизировать последствия эпидемии будет очень тяжело. Поэтому еще раз, перед тем, как выходить на улицу, нужно задуматься о том, нужно ли сейчас выходить на улицу, обязательно ли ехать в этот магазин, там какие-то покупки делать, обязательно ли делать какие-то лишние контакты, обязательно ли собирать огромное количество народа на каком-то мероприятии у вас дома, если даже это траурное мероприятие. Не лучше ли ограничиться небольшим количеством самых близких людей и при соблюдении максимальных мер предосторожности завершить все необходимые обрядовые мероприятия. 2500 коробок печенья и мармелада. Такую помощь прислали из Кабардино-Балкарии для 16 медучреждений республики. 170 упаковок будут переданы в Карабулакскую городскую больницу, стационар и станцию скорой помощи. Помимо этого, 100 мешков муки было прислано из Ставропольского края, 5 из которых отправятся в пищеблок в Карабулакской больнице. Это помощь как знак поддержки и благодарности всем тем, кто бок о бок сражаются за жизни людей в период пандемии. Хотелось бы отметить, конечно, большую благодарность хотелось выразить всем тем, кто причастен к той помощи, которую мы сегодня нам оказали.
Нам очень приятно, что наш труд ценен, что понимают, что в это сложное время, насколько нам тяжело, врачам, и в этот священный месяц Далса Атолчан, Далмяля Атолчан, Важмалевич. Эта вся помощь будет предназначена всем медицинским работникам, санитаркам, сторожам, всем тем, которые работают в поликлинике. СМИ внесла коррективы в нашу жизнь и в работу всех учреждений. Предпринимаются все меры, чтобы противостоять массово распространяющемуся COVID-19. В онкологическом диспансере особые меры безопасности и перестроенный график. Но борьба за жизнь пациентов здесь не ограничивается сроками пандемии. Она постоянна. Пациенты учреждения первые в группе риска. Насколько они защищены от возможного заражения и как именно изменился режим работы диспансера, расскажет Тамара Хашагульгова. Это сейчас здесь непривычно тихо и безлюдно, а в обычные дни в онкодиспансере буквально не протолкнуться. Врачи объясняют, это из-за выходного, а еще мер, принятых в больнице в связи с эпидемией. Посещения отменены, даже ухаживающих не запускают. У Магомеда Евлоева рак легких. Он оказался здесь в самый пик распространения ковид месяц назад. Сетуют, родственников теперь не запускают, но понимает, это вынужденные меры, ведь шутки с собственным здоровьем плохи. Усиление чуваю, амела. Чувак и швац, арвали швац, чувак. Хочу вейтить сак. У ответ, ну что контакт хоть тот что. Лорбо. Больные раком находятся в группе риска. Из-за пониженного иммунитета подхватить инфекцию легче, поэтому здесь не пренебрегают здоровьем своих пациентов. Перед тем, как положить, мне и температуру померили. Я вообще-то, в принципе, даже в то время, когда я находилась дома, я никуда не выходила, так как я лежачий больной в основном. Я не выходила, не выезжала, у меня ничего не было. За счет этого мне и температуру померили, и как-то по-своему обследовали. Кварцевые обработки вот у них время бывает. В день по несколько раз бывает влажная уборка. В период пандемии формат работы диспансера поменялся. Хоть и можно сказать, что все проходит в штатном режиме. Если жизненно важное медучреждение раньше принимало не только местных больных, но и из других регионов, теперь же им пришлось отказать. А врачи тоже работают согласно новым рекомендациям. Рекомендации установлены Ассоциацией онкологов России и Международной ассоциацией онкологов. То есть мы можем работать только по этим рекомендациям, и в связи с пандемией были разработаны новые рекомендации, они нам дали новые дозы лечения, то есть и согласно этим рекомендациям, то есть у нас идут ускоренные дозы лечения и идут более увеличенные дозы лечения, то есть если раньше мы за месяц лечили, подводили там, допустим, 40 грей за месяц, подводили, то по новым рекомендациям те же 40 грей мы подводим за неделю. Меры мерами, а спастись от него, к сожалению, не получилось. Порядка 7 человек. Все врачи заболели новой инфекцией. Отделения, в которых они работали, пришлось закрыть на карантин, а самих медиков отправить на самоизоляцию. Такие своевременные меры позволили избежать заражения среди пациентов. Они находятся, кто на лечении стационар, кто находится самостоятельно на домашнем лечении. И в двух подразделениях, где были пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию, нам пришлось закрывать людей. Новый коронавирус слишком коварен и непредсказуем, а в случае с раковыми больными и подавно. По статистике, частота возникновения тяжелых осложнений у таких пациентов в 5 раз выше, чем у тех, кто никогда не имел злокачественной опухоли. Поэтому прием пациентов с доброкачественными новообразованиями временно остановили. Принимают только тех, чей диагноз не требует отлагательств. Еще одна мера, которая должна помочь держать руку на пульсе в период пандемии – тестирование на вирус, которое планируется вести прямо в стенах больницы. Наша лаборатория КДЛ имеет возможность в плане оборудования для производства анализов, анализа на коронавирусную инфекцию. Мы сделали заявку
для проведения этих анализов для своих пациентов и для своих сотрудников. Тестов мы заказали, в ближайшие 2-3 недели нам обещали осуществить поставку. Коронавирус внес свои коррективы буквально во все сферы, но особенно остро его ощутили в диспансере, когда появился дефицит лекарств, вызванный проблемами с доставкой. К сожалению, этап, когда у нас есть некий дефицит в лекарствах противоопухолевой терапии. Здесь, наверное, в большей степени бюрократические проблемы. Без малого на 200 миллионов рублей аукцион отыграли. 24 числа у нас произошло подписание контрактов со всеми победителями этих аукционов. Мы на связи. Многие из них жалуются на то, что есть проблемы с логистикой, с транспортными компаниями, с доставкой этих препаратов. Онкологи совершают не меньший подвиг, чем их коллеги в других медучреждениях, которые борются с ковид, ведь больные раком еще не вылечились. И здесь уж точно ждать конца пандемии не приходится. Каждая минута на счету. Тамара Хашагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24. Продолжаем рассказывать о героическом военном поколении, лицах победы. За годы работы журналисты нашего телеканала по крупицам собрали целый архив о наших героях, участниках Великой Отечественной войны. О судьбе многих из них мы узнаем от их родных, а Алаудина Шадиева и Марии Михайлову посчастливилось записать, пока они были еще живы. Бесценные личные свидетельства ветеранов об их пути к победе. Одно и на всех в репортаже Зелимхана Калоева. 20-летний парнишка Алаудина Шадиева призвали в Красную армию в октябре 40-го с последнего курса Владикавказского индустриального техникума, когда по распределению попал в Харьковское погранучилище. Алаудин и не подозревал, что меньше чем через год станет участником самой кровопролитной войны в истории человечества. Выехали от Харькова километров, наверное, 100 с лишним на запад. Пути следования дважды. На машине дважды нас бомбили. Последний раз бомбежка. Машину в ночное время, машину нашу скинули с моста в воду. Там повозились. Я благополучно вышел из-под машины и еще помог командир роте из кабины вылезти. Вспоминая первые месяцы на войне, Алаудин говорил о постоянной нехватке оружия, особенно для борьбы с вражеской бронетехникой. Часто с одними винтовками и связками ручных гранат они противостояли отлично вооруженным механизированным частям вермахта. Командир взвода, тот же командир, все время просил нас не подпускать, близко не подпускать, иначе автоматы и так далее. Густой огонь будет отбиваться. Мы так действительно хороший огонь открыли. Пошла перестрелка. После сдачи Харькова Алаудин вместе со всем личным составом погранучилища был откомандирован в Среднюю Азию, где сформировали кавалерийские полки. Через 2 месяца они уже действовали в Закавказье, где сражались с горными егерскими частями СС, пока их не перебросили на турецкую границу. Опасность. Собралась целая банда, более 1000 человек собралось непосредственно в близости от турецкой границы, в 8-9 километрах, и они бились с тем, чтобы перейти границу. Вот пограничники, местные пограничники окружили их и держали в окружении. А мы, значит, пополнили эту границу, и пока не ликвидировали эту банду, находились непосредственно на линии границ. Вскоре полк, где служил Алаудин, перебросили в Казахстан, где его перевели на службу во внутренние войска МВД. День Победы он встретил в должности начальника санитарной части исправительно-трудовой колонии в Талды-Курганской области. Алаудин говорил, что это был один из самых счастливых дней в его жизни, и он надеялся, что ни его детям, ни внукам не доведется пережить то, что когда-то пережил он. Список фамилий всех, кто внес свой вклад в победу, постоянно пополняется. В базе проекта «Лица Победы» уже десятки тысяч героев. Вспомним еще раз несколько имен наших отважных сынов и дочерей Отечества. Это и летчик-бомбардировщик Ахмед Мальсагов, капитан, командир батальона Свердловского стрелкового полка Уральской стрелковой дивизии Сафарбек Плиев. Танкист, защитник Ленинграда Руслан Гудантов. Первая
горянка, удостоившаяся высокого воинского звания, майор медицинской службы Асия Тутаева. И такие герои есть в каждой семье. Перечислить всех имен не хватит эфирного времени. Память и достояние нации, летопись целой эпохи. Меньше чем за год лица Победы прошли путь от идеи до невероятного по масштабам архива. Сайт и экспозиция заработали в конце прошлого года. Лица Победы – уникальный архив, созданный руками простых людей. Здесь не только солдаты и офицеры, но и труженики тыла. Все, кто внес свой бесценный вклад. Одна из них – Мария Михайлова. 18-летней девчонкой попала на войну. Побывала почти во всех городах Северного Кавказа. Повестку ей не принесли, а ее тезки и лучшие подруги, с которой с самого детства были вместе, она пришла. И это возмутило девушку. Всех вычитали, меня не вычитали. Я могла вернуться домой. Ну, а там лейтенант ходит, а вы что волнуетесь? Я говорю, а что это меня не вычитали? Записали в список, вот еще одна вам добавилась, и поехали. Забрали Марию Ивановну на войну в ноябре 1944 года. Окончив курсы вождения, села за руль автомобиля ВАЗ-24. В те годы ее называли «полуторка». Под Ростовом попала в санчасть, оттуда уже перевезли в госпиталь, где она пролежала более 3 месяцев. Продукты и воду возила, и орудия, снаряды подвозила. Артиллерия была, артиллеристой. Сержанта убили, одного ранили, как машина моя взорвалась, мне контузило. Но еще до этого куст. Бегим же все под кусты, когда бомбят. А я сижу с одной стороны, немец с другой. Парень молодой, тоже мальчишка. Я руки вверх, а он. Меня дед сказал, у русских не стреляй, у немцев стреляй. Веди меня к русским. Вот так было. После окончания войны Мария Ивановна, закончив сельскохозяйственно, работала зоотехником в Троицком колхозе. Сейчас Марии Михайловой, как и многих ветеранов, нет с нами. События той войны остались в далеком прошлом. И тех, кто погиб на ее фронтах, уже не вернуть. Однако память об их подвиге продолжает жить и в наших сердцах, и в названиях улиц, мемориалов, и памятников архитектуры любого населенного пункта нашей страны. Самое главное, чтобы потомки помнили и свято берегли эту память, с гордостью передавая ее следующим поколениям. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24. В Ингушетии стартовала всероссийская акция «Окна Победы», которая будет проходить в этом году с 1 по 9 мая в формате онлайн-флешмоба. Чтобы принять участие в акции, нужно оформить окна своих квартир и домов рисунками, картинками и надписями, посвященными победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. Символы, которые наносятся на окна, можно изобразить с помощью красок, вырезать трафареты из бумаги, выложить стикерами или другим образом. Это зависит от фантазии участников. Фотографии получившихся окон нужно разместить в социальных сетях с официальным хэштегом «Окна Победы» вместе с благодарностями героям в преддверии Дня Победы. Военный путь ветерана Абдулы Гамботова начался еще задолго до Великой Отечественной войны. На защиту Родины он встал еще в 1926 году, окончив Краснодарскую национальную кавалерийскую школу. Полученные знания и беспримерное мужество сопутствовали ему. Каких наград был удостоен ветеран, расскажет Диана Дударова. Мундиры и фуражки, жезлы, оружие, молчаливые свидетели истории. Китель ветерана Великой Отечественной войны Абдулы Гамботова был его любимого цвета, темно-зеленого. По медалям на нем можно проследить последние полвека жизни ветерана. Каждая из них – определенный период в жизни, звезды трудностей, через которые прошел солдат. Здесь вот красная звезда, которую он получил за город Киев, за оборону города Киева, орден Отечественной войны. Кроме того, ветеран награжден медалями за оборону Кавказа и за победу над Германией. Путь Абдулы Гамботова как военнослужащего начался еще в 1926 году. Молодой солдат в 22 года добровольно ушел в Красную армию и связал свою жизнь с ней практически до окончания войны. А в 1931-м окончил Краснодарскую национальную кавалерийскую школу. У него был лучший в кавалерии конь, которого любя называл Рыжик. Там будущий ветеран стал красным командиром. В качестве красного командира он и начал войну. Вот надо сказать, что он был дважды ранен за эти годы. И его самые такие вот тяжелые бои, которые он проводил, они проходили на территории Украины, в районе
Киева. Киевская наступательная операция, за которую Абдулла Гамботов получил орден Красной Звезды, была проведена с 3 по 13 ноября 1943 года. В результате нее был освобожден Киев. Кроме того, во время сражения были разгромлены 15 немецких дивизий, а в освобожденной столице Украины был создан стратегический плацдарм, сыгравший важную роль в боях за освобождение правобережной Украины. Активную военную карьеру ветеран закончил в 1944-м, а в год окончания войны был уволен в запас в звании майора с должности командира стрелкового батальона. В 2 сохранившихся личных альбомах ветерана фотографии сослуживцев, прошедших с ним все тяготы войны, и близких родственников, которых у него осталось не так много, но которые верно хранят память о ветеране. Трудолюбивый этот общественный человек был. Любил все время чем-то заниматься. Никогда даром время не терял. Все мои дети все знают, что он такой был, и прошел он всю войну и с честью, не опозорил. По окончанию войны майор Гамботов переехал к семье в Казахстан, а после возвращения на родину в 1957-м начал активную общественную деятельность. Вплоть до кончины в 1994-м встречался с ветеранами, участвовал практически во всех мероприятиях, посвященных войне. И главными его слушателями были школьники. Часто посещал школы, внес большой вклад в военно-патриотическое воспитание учащихся и молодежи. Он был очень интересным собеседником, рассказывал о лихих военных годах и о многих эпизодах сражений, и реалии военные нам в то время, то, что, допустим, мы не могли прочитать где-либо, он нам рассказывал, вот как эти сражения шли, участником которых он сам являлся. Из года в год зал Великой Отечественной музея краеведения пополняется новыми фотографиями. Это лица победы, которые 75 лет назад самоотверженно сражались на полях самой кровопролитной войны. Невероятная история, каждого из них одновременно тяжелая и героичная. Правда, схожесть этих храбрых ингушей точно проявлялась в одной черте. Все они были готовы отдать жизнь ради общей победы. Диана Дударова, Лейла Гайсанова, Рахман Суров. Новости 24. Сегодня День пожарных. На международном уровне свой профессиональный праздник отмечают люди мужественные профессии, защищающие и спасающие жизни людей, животных, имущества, объекты экосистемы от огня. Международный день пожарных появился на свет именно после трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в декабре 1998 года, произошедшего в Австралии. Тогда при исполнении своего служебного долга погибли 5 пожарных. Инициативу подхватили во многих странах мира. Стоит отметить, что в России День пожарной охраны отмечается 30 апреля. В соответствии со своими традициями в этом году ей исполнился 371 год. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире.